закончили на том, что год разделится на 3 периода, да, Ирина, вы тоже это подтверждаете, такие будут 3 периода в этом году. Ну, давайте сначала примем звоночек, а потом поговорим еще. Алло, здравствуйте. Звонка пока нет, но давайте поговорим все-таки, Наталья Ивановна. Итак, начало года будет достаточно легким, таким спокойным. Далее весна. Здесь у нас включаются уже к весне вот те загаданные желания, которые на Новый год мы так любим загадывать. Первые какие-то результаты исполнения этих желаний мы получим уже апрель-март. Далее очень трудный период это будет лето и с кульминацией в августе. И осень уже пойдет последствия кризиса, который был, полностью сойдут на нет, и мы можем вздохнуть хорошо, экономика начнет возрождаться и пойдет по нарастающей улучшению. Знаете, я читала гороскоп Павла Глобы, который тоже предрекает кризисные явления летом и говорит, что июнь будет опасным, и август будет достаточно сложным. Вы читаете его гороскоп? Это вообще для вас что этот человек? Мэтр, авторитет или это просто распиаренное лицо? Ирина. Это мэтр. Это мой учитель, потому что у меня школа по Глобе была. Я к нему очень хорошо отношусь, но к прогнозам, я считаю, это идет просто реклама. У него школа работает на него и создают просто имя ему. То есть вот эти прогнозы на год, они все-таки какие-то настолько точные, что даже странно становится? Нет, ну почему нет? Ну это называется мунданная астрология, когда работает на государство, определенная группа астрологов. И тогда нет, ну почему? То есть забывается на самом деле. То есть. А по вашим данным, действительно ли так все будет ужасно, и июнь будет страшный, и вот август будет проблемный? Смотрите, мы точно так же накануне прошлогоднего Нового года точно так же говорили и про кризис. Мы же живы и даже счастливы. Мы даже смогли воспользоваться этим, тем, что происходит. Поэтому я еще раз говорю, не то, что предрекается, а как ты это используешь. Итак, звонок в студии, давайте послушаем, кто до нас дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Лет, и вот на этой неделе прочитал себе гороскоп, что никаких плохих дел не начинать, ничего не делать. У меня такой вопрос. Вот мне кажется, что увлечение гороскопами может плохо закончиться. Ну, то есть, да, такой совет ничего. Навредить. Спасибо большое. Действительно, может ли гороскоп навредить таким образом человеку? Ну, таким образом может навредить, тем более вот мы опять... Это опять к тому вопросу, что это непрофессионально составленный, не личный гороскоп. Не профессионально, скажем так, поставленный вопрос, потому что молодой человек назвал свой солнечный знак и все. Я бы спросила, а в каком знаке у него находится точка асцендента? Потому что он читает гороскоп из газеты. О чем и речь. Поэтому я и говорю, вы лучше сходите к профессиональному астрологу, который объяснит вам структуру вашего гороскопа, и тогда уже вы сможете вполне разобраться с тем, что происходит. То есть профессиональный астролог, он вообще не имеет права говорить, сидите, опустив руки, потому что у вас такие звезды замечательные, и все у вас прекрасно, до свидания. То есть это не профессионально составленный гороскоп, и верить таким не Я обычно даже говорю людям, вы соединяете вот такой знак, и тогда уже ваш прогноз будет более точным. То есть, потому что вы не чистый знак. Смотрите, я выписала все года тигра, которые были за последние несколько десятилетий, да, и посмотрела, что происходило в эти годы. Вот, Ирина, мне хотелось вам конкретный вопрос задать. Какая-то тенденция наблюдается здесь печальных событий именно в год тигра? Вот смотрите, 98-й год дефолта. 86-й перестройка, 74-й брежневские репрессии, Солженицына там репрессировали и выслали из страны. 62-й оттепель началась в Союзе. В 50-м, это тоже круглый год, атомная бомба была придумана. В 38-й сталинские репрессии активно начались. Ну, то есть в 1914-м вообще Первая мировая война. Есть печальная вот эта вот тенденция, которая может продолжиться. Я, например, смотря как раз вот прогноз на год, я не увидела никакой печальной тенденции. Я тут как раз немножко не люблю смешивать китайский гороскоп конкретно. Я понимаю, 12 лет это цикл Юпитера, я все понимаю, что это связано с Юпитером. Но я никакой тенденции негативной, просмотрев весь год, не увидела абсолютно. Вот. То есть так, у меня никаких опасений на год нет. У меня то же самое, опасений никаких нет, но у меня вопрос к вам.
а почему вы выписали только печальные известия? Да. Почему это так получилось? А были ли хорошие года? Вот понимаете, здесь как раз про то, что когда вот в понедельник люди приходят на работу и говорят, что было в воскресенье, да знаешь, ничего не было. Так, в семье посидели, телевизор посмотрели, ну, может быть, в парк сходили, ничего особенного, неинтересно. Или другой разговор, в понедельник, что? Да муж опять напился, или там жена где-то задержалась, и на целую неделю есть о чем поговорить. Вот то же самое про прогнозы. Почему-то обращаем внимание на то, что случилось, скажем так, негативно застреваем, но не говорим о том, что там была масса культурных мероприятий, которые были. Там была масса новых личностей, как в политике, так и в науке. Ну да, и так все далее. понятно, Все что это было. наряду с плохим было все и хорошее. Совершенно в общем, правильно, надо гораздо настраиваться больше. на позитив. Гораздо Мы больше. с вами встречаемся за месяц до Нового года, и действительно хочу вас проверить такие астрологические, в общем-то, советы, как встретишь Новый год, так и проведешь, а главное, в чем встретишь, так и проведешь. Есть ли у вас такие правила, что надо обязательно год белого тигра встречать в белом, желтые собаки в желтом? Я, как всегда говорю, когда встречаюсь, я всегда говорю, что 1 января, начало года, это календарное. Да. А встречать тигров нас серебристого, то есть опять 14 февраля 2010 года. И я всегда говорю, что у нас сейчас какой год идет, он обижается, когда мы 1 января уже говорим, допустим, мы едим все, что для тигра, одеваемся для тигра. А на самом деле это еще тот зверюшка, который не закончил Астрологический год наступит. Ну, когда? Китайский, давайте так будем. Да. Китайский наступит 14 февраля. 14 10 года. Китайский и еще какой есть? Вы все время говорите китайский, я к этому отношусь. А это вот зверюшки, нет, вот зверюшки когда бывают? Да, вот это вся восточная Вы сторона. знаете, Вы сейчас пользуетесь. Нет, вы сейчас как модно же, вот этот человек приходит и говорит, я Овен и козел, например, ну так. Да. Это понимаете? по какому гороскопу? Ну, Овен это Вот солнечный, это да. традиционный солнечный. А козел по-китайски? Конечно. Это как Зверюшка. считается, и вы с этим миритесь. Ну нет, я обычно говорю, не будем давайте путать, китайское да. это китайское, а это у нас солнечное, поэтому... Я вспоминаю про зверюшек вот только под Новый год. Мне это интересно и радостно, потому что действительно год у каждого человека наступает в его день рождения. Вот это Новый год каждого человека. Спасибо вам большое. Буквально по одному слову зрителям от вас я жду. И у нас 10 секунд до выхода из эфира. Ирина. Ну, я желаю всем только хорошего, чтобы верили в чудеса, впереди Новый год и радовались жизни. И если даже какой-то астролог сказал что-то плохое, то нужно, я всегда говорю, сходить, значит, к психологу, который поддержит и Наталья Ивановна, ваши пожелания и все. Очень коротко. Я желаю, чтобы все ваши мечты и цели сбылись. И я говорю вам, вот оставшееся время до Нового года посвятите тщательному составлению своих желаний. Гороскоп это отдельно. Астрологам. Спасибо. Верьте гороскопам, доверяйте профессиональным астрологам. Увидимся, удачи, хорошего настроения на выходные. До свидания. До свидания.